На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Газовая перспектива. Я прошу просто поторопиться, потому что мы на форуме подписали с другим заводом. Так хочется соглашение. Что сегодня обсуждали в Иннополисе, узнал Дмитрий Аринин. Накапало долгов на 220 тысяч рублей. Приборы учета устанавливаются собственником жилого помещения, поэтому получилось начисление без счетчиков. За что казанская пенсионерка требует деньги с исполкома города, разбирался Сергей Хайдаров. Долголетие с комфортом, а уход по-современному. Больше всего для пожилых общение. И у них после этого и поднимается настроение, они хотят жить. Как в республике реализуют программу «Демография», расскажет Юлия Муратова. Куда приходит детство? Мы все вместе, в принципе, формируем гражданина. Детские лагеря республики в следующем году ждет обновленная программа о том, какое место в ней могут занять театр, робототехника или виртуальная реальность. Рамиль Шайдулин. По речным туристическим маршрутам Татарстана хотят запустить суда на сжиженном природном газе. О реализации грандиозного проекта сегодня в Иннополисе договорились Рустам Минниханов и зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. И таких газовых инноваций может стать еще больше. В Айтиграде прошло большое совещание по расширению сотрудничества Татарстана и «Газпрома». Что предлагают, узнал Дмитрий Аринин. Ездит далеко, смотрит глубоко, думает наперед. И все это в автоматическом режиме. Такого робота для поиска неполадок в газопроводе сделали ученые Иннополиса. Наши алгоритмы на базе машинного обучения, компьютерного зрения позволяют автоматически находить разные дефекты и прогнозировать их развитие в дальнейшем. Это и еще ряд разработок сегодня представили Рустаму Минниханову и заместителю председателя правления «Газпрома» Виталию Маркелову. Помочь газовой промышленности готовы новые двигатели, компрессоры, виртуальные ассистенты заправки. Материалов по импортозамещению нашей группы компаний были разработаны пленки, опытно-промышленные образцы листового и рулонного формата. Из таких предложений уже составили план по запуску в Татарстане речных судов на сжиженном природном газе. Подписан 15 октября 2019 года в городе Иннополис. Суда хотят пустить по туристическим маршрутам. Сборкой займется Зеленодольский завод. Сегодня дан старт, на самом деле, созданию первого отечественного судна, которое будет работать на СПГ. Я прошу просто поторопиться, потому что мы на форуме подписали с другим заводом такое же соглашение. Сейчас товарооборот Татарстана и «Газпрома» перевалил за 100 миллиардов рублей. Республика активно поставляет различное оборудование и третья в стране после Москвы и Московской области потребитель газа. Стабильные поставки газа являются залогом устойчивой работы промышленных предприятий, успешной реализации перспективных инвестиционных проектов. И, конечно же, в первую очередь проекты предприятий Камского кластера – это группа компаний «Татнефть», «Таиф». Сотрудничество планируют расширять. Татарстан – один из пилотных регионов страны, где автотранспорт переводит на газомоторное топливо. Сейчас по дорогам республики уже ездит более 6 тысяч единиц такой техники. Намечено переводить на газ еще большее число техники и строить для них новые заправки. У главного же газовика Татарстана Рустема Усманова сегодня 50-летие. Юбиляру поздравления и знак «Почетный работник газовой промышленности». Дмитрий Аринин, Адель Миндубаев, ТНВ, Иннополис. И сегодня Рустам Минниханов и зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов обсудили вопросы сотрудничества между компанией и Татарстаном. Встреча прошла в Доме правительства. Стороны рассмотрели ряд совместных проектов, в том числе инвестиционных. В совещании также принял участие председатель правления Сибурхолдинга Дмитрий Конов. Теряем на налогах, растем за счет промышленного производства. Бюджет республики на ближайшие 3 года сегодня обсудили на заседании профильного комитета в Госсовете. На заседании Фарид Мухаммедшин заслушал доклады министров финансов и экономики. В 2020 году бюджет ждет дефицит на 3 миллиарда рублей. При этом больше 70% всех средств пойдет на решение соцзадач. Плюс депутаты призвали правительство максимально учесть в бюджете на будущий год наказы избирателей. Президент Рустам Нургалевич просил меня, чтобы я те 8 с лишним тысяч наказов, предложений наших избирателей, которые мы получили в ходе избирательной кампании 2019 года, какую-то часть
увидели бы там в бюджете 2020 года. Всегда оплачивала счета за коммунальные услуги, но осталась должна 220 тысяч рублей. Сегодня в Ахитовском районном суде Казани рассматривали дело, которое можно характеризовать как абсурдное. Как говорит 68-летняя Зинфира Даминова, она не согласна с астрономическими цифрами в счетах за квартплату. Иногда суммы доходили до 25 тысяч в месяц. На чьей стороне сегодня оказался суд, расскажет Сергей Хайдаров. Даже у меня есть нечего было. Это, значит, называется геноцид. Эмоции Зинфира Даминова сдерживает с трудом. В зале Вахитовского суда ее адвокат, родственники, а также представитель управляющей компании «Уютный дом» и исполкома города. 10 тысяч, 15 тысяч, 53 квадратных метра. Судя по счетам, это коммунальные услуги класса люкс или «я плачу за весь дом», говорит бабушка. О таких жирных пятизначных сумм она в шоке. Говорит, квартира небольшая, не приватизированная, электричество и воды потребляет немного, но каким-то образом накапало больше 50 тысяч рублей долгов. Суд обязал платить. После 50 тысяч они еще выставили мне 177 тысяч за 17 месяцев, хотя я ежемесячно выплачиваю. В итоге пенсионерка осталась должна круглую сумму – 220 тысяч рублей. Наша управляющая компания начисляет все по закону, согласно потреблению истцом коммунальных услуг. Истец вводит в заблуждение суд, говоря, что не имел никогда долгов, все оплачивает вовремя. Это не так. Свои претензии в суде Зинфира Даминова адресует не управляющей компании, а городским властям. Оказалось, что в квартире, которую пенсионерка арендовала у муниципалитета, попросту не было счетчиков. В соответствии с законодательством приборы учета устанавливаются собственником жилого помещения. Поэтому получилось начисление без счетчиков, то, что привело к излишнему начислению. Счетчики не установил исполком, значит и платить должны они, говорит в суде бабушка. А вот представитель городских властей высказаться на камеру не пожелал. Для суда же у вас сформулирована, наверное, позиция? Позиция не окончательна, потому что не уточнены исковые требования надлежащим образом. Неделю назад мы отправляли письменный запрос, и он остался без ответа. Сегодня суд приобщил к делу новые документы, которые еще только предстоит изучать. Также он обязал Зинфиру Даминову четко сформулировать свои требования к исполкому. На все это нужно время, и поэтому следующее заседание пройдет 7 ноября. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Долголетие с комфортом и забота по-современному. Свои первые шаги в республике делает федеральный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». В селе Большой Чурилино Арского района уже строят психоневрологический интернат, а в районном центре внедряют новые методы долговременного ухода за пожилыми и запускают мобильные группы. Подробности Юлии Муратовой. На следующей неделе будут уже зашивать кровлю. Так уже больше, чем наполовину построен новый психоневрологический интернат. В Новом Чурилино это второй диспансер на 97 мест. Все с максимальным комфортом. Кухня, душ в каждом блоке и домашняя атмосфера. На все более 60 миллионов рублей. В отличие от тех зданий, которые сейчас у нас существуют, в этих корпусе там предусмотрены условия как для проживания больных, так и для отдельно будут комнаты для отдыха. Сегодня в Республике Татарстан 8 психоневрологических интернатов, и в них проживает порядка более 1000 человек. До последнего времени в республике существует очередность. А в этом арском интернате для пожилых скучать не дают никому. Всего здесь 33 подопечных. В этом доме практикуют самые современные методики. Даниил Галиев – один из его жителей. Каждый день терапия творчеством и скандинавская ходьба. Организм уже на легкие влияет. На дыхание, потом на опорную систему. Опоры и вот ходьба на коленные суставы и все остальное. Вот. Жалоб нет? Нет. Кормит хорошо. Вот. В плане ухода, говорят специалисты, это одни из самых сложных подопечных. Из-за диагнозов позаботиться о себе самостоятельно они не могут. На каждого отдельная медпапка по уходу, где все фиксируется. Волонтеры из разных школ приходят к нам на прогулки. Нам нужно больше всего для пожилых общение. И у них после этого и поднимается настроение, они хотят жить. А в этот центр милосердия может обратиться любая семья, которая оказалась в кризисной ситуации, получить профессиональную помощь психолога или юриста. А социальные работники придут
пожилым инвалидам на дом сами и даже окажут медицинскую помощь. Видите, специальная форма пошита, чтобы их пожилые люди видели. Эти люди в специальной форме не только придут на дом, но и привезут пожилых в Арскую поликлинику сами для прохождения диспансеризации. До конца года сюда доставят больше 130 человек. Нет, во всей республике так, или даже, мне кажется, и во многих регионах уже России так, потому что задача поставлена нашим президентом Владимировичем Путиным, и мы все активно включились в эту работу. Сейчас в Татарстане около 1 миллиона человек старше трудоспособного возраста. К 2021 году проект «Старшее поколение» реализуют во всех районах республики. Юлия Муратова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Арский район. Они воспитывают не только своих детей, но и чужих. Сегодня в Казани наградили лучших общественных воспитателей несовершеннолетних. Программа, когда подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, закрепляются за наставником, реализуется в республике на протяжении 10 лет. В этом году помочь юношам, девушкам и их родителям вызвались 2005 человек. Все они прошли специальную подготовку. 24 из них получили заслуженные награды. У каждого своя причина стать общественным воспитателем. Как говорят взрослые, они не только учат своих подопечных, но и сами учатся у них. Оксана Николаевна, она многодетная мамочка, у нее 4 сыновей, но ее душевного тепла хватает и на воспитанников. У меня, понимаете, 4 мальчиков, и я, наверное, всегда хотела иметь девочку. И поэтому она мне немножко даже стала как дочь. Мы часто с ней встречались у нас дома, и благодаря, наверное, вот этим тесным контактам я даже взяла что-то у нее. За ваш труд и за ваше желание идти двигаться вперед. Нияз Нихматянов – это мой ученик 9 класса. С 1 класса мы уже знакомы, но вот в 9 классе он совершил правонарушение, и вот мы тесно уже работаем вместе. Вместе ходили в музей, в библиотеку, вечером валим, там бегали. Когда дело касается вообще ребенка, который не является твоим родным ребенком, то это всегда сложнее. И надо отдать должное тем, кто сегодня в зале, людям, которые взяли на себя ответственность за выравнивание парадигмы развития того или иного ребенка, если вот можно так сказать. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Лучшие архитекторы со всего мира приедут в Казань. Это не вопрос понтов. Почему и чем готовы поделиться мы, расскажет Салават Мухаммадулян. Европейский вояж. Как проходят гастроли Камаловского театра в Румынии, наблюдает Люциана Тфуллина. Развивая бизнес-проекты и расширяя контакты, в эти дни в Китае проходит первый международный сычуанский форум глав породненных регионов и городов в рамках проекта «Один пояс, один путь». Сегодня здесь выступил премьер-министр Алексей Песошин. Он рассказал о совместных проектах китайских инвесторов с Татарстаном. В прошлом году товарооборот между республикой и страной составил $628 миллионов. В этом году Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Китаем в рамках отношений двух государств. Нашу республику посещают официальные деловые круги КНР. Представители Татарстана во время визита в вашу страну знакомятся с провинциями, изучают передовой опыт. Все, кроме представителей Антарктиды и Луны, приедут в Казань 18 октября на Всемирный конгресс World Urban Parks. 1000 делегатов и 120 экспертов со всей планеты. Прошлый форум проходил в Мельбурне. В этом году ведущие архитекторы, урбанисты и дизайнеры оценят республиканские парки, скверы и набережные. А еще посмотрят, кто и как в мире меняет общественное пространство. Почему Всемирный конгресс – это не вопрос понтов, узнал Салават Мухаммадулин. Обновление набережных у Кабана, рек Казанка, Камы в набережных Челнах, экопарк Нижнекамский – это все, что либо уже делается, либо в планах в рамках развития общественных пространств республики. За последние 5 лет благоустроено почти 370 парков, скверов и площадей во всех районах. И впереди еще не один проект. И для их реализации нужны новые идеи и опыт. А потому в ближайший уикенд в Казани пройдет Всемирный конгресс World Urban Parks. Это не вопрос понтов.
У нас часто есть отношения и у прессы, и у жителей к тому, что вот опять притащили какое-то там мероприятие, потому что мы не объясняем. Авторы парков в Сингапуре, Амстердаме, Манхэттене приедут в Казань рассказать про свой опыт. Например, про гигантский каток в канадском Эдмонтоне. Это 11-километровая дорога внутри города, которая позволяет людям на коньках доезжать зимой до работы. Есть чем поделиться и нам. Так, например, выглядела набережная Кабана еще 2 года назад. Сегодня ее и не узнать. Или вот парк Урицкого до реконструкции. С того времени здесь остались разве что только утки. Благоустройство общественных пространств выходит на новый уровень. За 5 лет очень сильно изменились требования татарстанцев к общественным пространствам. 5 лет назад запрос был, приведите что-то в порядок. Да, сегодня люди уже очень конкретно требуют или высказывают пожелания о том, чего они хотят. Побольше уже хочется. Вот что единственное. Прям очень нравится. Аппетит приходит во время еды. Наверное. Что-то предложение, не знаю, туго. Мне нужно посидеть, подумать над этим. Вообще не здорово, прикольно. Все интересно и достаточно уютно. Так растут и татарстанские архитекторы. В конце октября мы примем 2-ю российскую молодежную биеннале. На ней архитекторы будут предлагать проекты для площадок завода сантехприборов в Адмиралтейской Слободе и здания Казанского портового элеватора. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И есть проект победителя реконструкции торгового центра «Кольцо», но не бесспорный. Почему? Об этом в интернет-газете «Реальное время». Здесь будут свои общественные пространства и новые специальные программы. Еще интереснее, вдвойне полезнее. В Татарстане стартовал смотр программ летнего отдыха. Как и где будут отдыхать дети, сегодня решали в правительстве, отбирая лучшие идеи. Среди них и робототехника, и парашютный спорт, и поисковые программы. Все это уже в следующем году могут предложить детям. Рамиль Шайдуллин подробнее. Кто бы ни подошел к этому шарнирному другу, с каждым он будет пытаться найти общий язык. Помашет рукой или пошевелит ногой. Так этого робота запрограммировали создатели. Дети, отдыхающие в лагере «Байтик». От какого возраста дети? Эти ребята с 9 до 13 лет. Даже пальцев 5. Да, вот они уже решили все-таки. Все самые передовые наработки в программах летних лагерей сегодня участвуют в республиканском смотре. Их представляют для того, чтобы включить в оздоровительную кампанию следующего года. Какая задача сегодня стоит перед коллегами? На мой взгляд, нужно сформировать дорожную карту, что каждый руководитель видит в содержание работы своего лагеря. И вот пример одной из таких программ, которая уже работает на базе одного из детских лагерей. Виртуальная реальность. Причем тут дети, спросите вы, при том, что они ее создают сами. Дети, которые в рамках лагеря участвуют, они видят, как наши курсанты входят в строй, как они летают на самолетах. Программа должна быть интересна детям, полезна здоровью и раскрывала их как личность. Поэтому, хотя на смотр и пришло 160 работ, отберут не все. Предложение аэроклуба – знакомить ребят с военной наукой. Будут заниматься педагоги с детьми именно как раз по военно-прикладным, по техническим видам спорта, в том числе, то есть авиационный, парашютный. Предложения со всей республики, страны и даже мира. Здесь и поисковые, и IT-лагеря, краеведческие, и языковые. Все, что интересно самим детям. Мы всегда лагерь рассматриваем как встречу детей, единомышленников, у которых есть какое-то общее дело, общее занятие. На то, чтобы отобрать лучшее, еще 2 дня. Завтра решится, что именно используют в программе отдыха 2020 года. Рамиль Шайдуллин, Ардиль Гарипов, ТНВ, Казань. Парк развлечений из подручных материалов в собственном дворе. Молодая семья Тимирзяновых из села Амирово Черемшанского района построила игровой комплекс для детей из пластиковых бутылок. Карусели, пальмы, павлины, качели. Теперь к ним приезжают даже из соседних сел. Увидела и вдохновилась этим необычным двором и Филюза Хамидуллина. Карусели, качели, пальмы, словно попадаешь в сказочный мир. Играть сюда приезжают даже из соседних сел. Каждый день прихожу, играю тут, катаюсь. Все нравится. Карусель, павлин, пальмы. Каждое перо сделано из одной бутылки.
300 бутылок. Столько понадобилось, чтобы сделать лишь хвост павлина. Уникальный арт-объект из подручных материалов. Автор многодетная имама Фаниса Тимирзянова. Донышки бутылок тоже не выбрасывали. Так появилась еще одна композиция. Эту идею я видела из интернета, сакуру. Здесь все сделано из донышки пластиковых бутылок. Все покрашено. Создавать такую красоту она начала еще год назад. Весь этот двор обустроили из подручных материалов. В основном использовали пластиковые бутылки. Пальмы, сакуры, яблоня. На все, что более 3000 бутылок, говорит домохозяйка. И даже ограждение собрали из пластиковых бутылок. В округе теперь чисто. Весь пластик ушел на фигурки, шутят односельчане. Теперь этот двор еще одна достопримечательность села. Все, кто приезжает в деревню, все прибегают сюда, фоткаются. Очень тяжело было, когда участков не было ребятишкам играть. Сейчас они сделали какой красивый двор. Теперь многодетная мама учит, как создавать такую красоту и других. По профессии она парикмахер. Ножницы в ее руках просто танцуют. Так, загибаем, режем кончики. Тимирзяновы выиграли в конкурсе «Наш двор. Территория добрососедства» и стали лучшими в республике. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. Татарстан вновь притягивает не только людей, но и кукол тоже. Остается ровно неделя до начала 3-го международного фестиваля театров кукол «Шомбай Фест». Свои спектакли представят театры Испании, Франции, Хакасии, Белоруссии, Азербайджана. Творческий подход и у Татарстана на суд жюри казанские и челнинские кукольные театры представят 3 спектакля. Закулисье увидела Алия Хайрудинова. Царю Салтану и русская плясовая нипочем. Притопы и прихлопы, будто кукла ожила. А как иначе, когда за дело берутся 3 пары рук. Вот актер зависит. Вот актер играет, он передает свои ощущения, все свои чувства этой куклы. В театре кукол «Акиет» самый разгар репетиций перед 3-м международным фестивалем «Шомбай Фест». Проходит он раз в 3 года. В этом году в нем примут участие 17 коллективов. Оценивать их будут и дети. Взрослый даже некоторые спектакли может не понять, а ребенок может понять. Поэтому это очень интересно, совпадет ли мнение детей, например, со взрослыми. Театр кукол «Акиет» представит 2 спектакля: сказку о царе Салтане и проказнике Шомбае. Последний – прототип русского Петрушки. Острый на язык полюбился зрителю за умение говорить правду. У нас в России тоже Петрушка, он появился на базарах, высмеивал недостатки, пел частушки. Даже, к сожалению, матерные, но все равно он воспитывал людей. Пока мы только готовимся к открытию фестиваля. А в день открытия фестиваля можно будет познакомиться и с зарубежными коллегами татарстанских кукол из Франции, Италии и других стран и регионов России. Продлится фестиваль 6 дней. Увидеть зарубежные постановки могут все желающие. Важно помнить о возрастном цензе. На фестиваль заявлены спектакли и для взрослых. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. «Однажды летним днем в Бухаресте» спектакль по пьесе норвежского автора Йона Фосса, актера Камаловского, представят в столице Румынии. Они участники международного театрального фестиваля. Казанцы – единственный коллектив из России. Как они готовятся предстать перед публикой, узнала Люция Алнатфулина. Это репортаж из Бухареста. Столица Румынии наших актеров встретила по-настоящему тепло. На улице плюс 25. После дождливой Казани солнечный Бухарест кажется южным курортом. Теплая атмосфера царит и на фестивале. Фест in the Boulevard, или по-другому фестиваль на бульваре, получил свое название благодаря театру, который учредил его 7 лет назад. Он носит имя известного румынского актера Константина Нотара и находится на одном из самых больших бульваров города Бухареста. Мы с камаловцами давние партнеры. В этом году участвовали на фестивале «Наурус» в Казани. Теперь рады видеть их у себя. Вроде нормально. Фестиваль проходит на нескольких площадках. Камаловцы, к примеру, выступают в театре «Адеон». Он находится неподалеку. До выступления идет установка декораций. Их везли из Казани. Загруженная фура всю неделю ехала через всю Европу. На оформление сцены и постановку света и звука ушло 8 часов. Но самая сложная задача у актеров. Для того, чтобы привыкнуть к новой сцене и почувствовать атмосферу, у них не так много времени. Это камерный спектакль. А здесь мы играем на большой сцене, и зритель вместе с нами на сцене сидит. Вот это, конечно,
как сказать, напрягает чуть-чуть меня. Сюжет пьесы «Однажды летним днем» не затейлив, однако заставляет задуматься о смысле жизни и причинах женского одиночества. Спектакль – участник уже 4 фестивалей, 3 из них международного уровня. А вот в Румынии камаловцы впервые. Сегодня их игру увидят уже в Бухаресте, без трудностей перевода. Спектакль пойдет с субтитрами на английском языке. Люциана Тфулина, Алмаз Заядинов, ТНВ, Бухарест. Выпуск продолжит информация о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Но я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он в 21:30. До встречи. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и дождливо. Днем 4-5 градусов выше 0. На северо-востоке Татарстана небо будет затянуто облаками. Повсеместно ожидаются осадки. Днем до +5. На севере Татарстана аналогичная ситуация. Будет сыро и 5 градусов выше 0. На северо-западе республики будет облачно, но осадков не ожидается. +4-5 градусов. На юго-западе Татарстана будет сухо. В Болгарах и Буинске к вечеру возможен дождь. До +6. В центре Татарстана будет сухо, только в Чистополе местами кратковременные осадки. Днем до +6. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание и оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани в предстоящие сутки станет прохладнее. Будет облачно, преимущественно без осадков. Днем до +6. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха повышенная. В магнитном поле Земли спокойно. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящихся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Ваши дети растут, и ЖК «Грин» тоже. Трехкомнатная от 67 тысяч рублей за квадратный метр. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните в ЮИТ 233 03 03.